Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий и участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях участники СВО, военнослужащие роты радиоэлектронной борьбы полка Башкортостан, Юрис и Ян Ахметовы. Здравствуйте. 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 Вы отец и сын, вы служите бок о бок в полку Башкортостан. Можно сказать, своих не бросаете ни дома, ни за ленточкой. Как так получилось? Ну, получилось так, что я первый ушел, никому не сказал, а сын, узнав об этом на следующий день, тоже решил подписать сразу контракт. Юрис, а когда вы уходили на СВО, как женская половина вашей семьи отреагировала на ваше решение? Ну, у меня жена вообще не знала. Я ей сказал только в 12 часов ночи, а в 8 часов я уже уехал. Ух ты, вы прям перед фактом поставили. Да, да. Ну, потому что я сделал свой выбор уже, и никто меня не мог остановить. Конечно, сейчас извинился перед женой, я ее понял тоже. Меня даже никто не знал, ни на работе, ни друзья, никому я не говорил. И сын тоже не знал? И сын не знал. Он узнал только в последний момент, когда я уже подписал контракт. Я как бы тоже так же сделал. Я в военкомате только всем сообщил. Когда уже в военкомате стоял на отправку, сказал, что я поехал на СВО. Ну, как бы так. То, что из-за дочки не понял, то, что у меня дочь маленькая. Почему я так сделал, как бы. Ну, объяснил то, что отец, в смысле, то, что он уйдет, а я буду сидеть здесь на гражданке. Как бы, ну, для меня это неприемлемо. А сколько вашей дочери? 4 года. А отговаривали сына? Да, конечно, отговаривал. Ну, я считаю, что мужчина должен остаться в семье, хоть один. Но, конечно, он решил сам пойти. Никак не смог я его отговорить. Вы служите в одном взводе, в одной роте, Да? В одном... и живете вы в одном блиндаже. Да. Получается, мы поступили сразу с самого начала, когда рота рэп организовалась 1 августа, а мы уже пришли в роту рэп 4 августа. Нам пришлось все строить самим. Ян, вы дважды были ранены. Ну, нормально все. Как бы все уже в прошлом. как Слава говорится. Аллаху, живой и здоровый. Да, иншаллах, иншаллах. Наверняка, Юрис, переживаете за сына. Ну, конечно, как не переживать. Как справляетесь с этой тревогой? Ну, я не знаю, мы построили мечеть у себя. Там то, что и заходишь в мечеть, немножко помолишься, успокоишься, посидишь, свою душу успокаиваешь. Ну, и успокаиваю свою душу, общаясь с другими. И, ну, получается, мы постоянно заняты. И там, в принципе, скучать не приходится, у нас выходных нету. Гордитесь сыном? Конечно, а как же не гордиться сыном? Если он не побоялся, не на словах, а на деле сделал, пошел и подписал контракт. Ян, а вы гордитесь отцом? Конечно. Особенно в учебке, думаю, ничего себе, как мы там бегали, прыгали, если честно. Для меня это было очень тяжело, если честно. Я думаю, как человек в 58 лет все то же самое делает. Еще так получилось, что я на 2 дня выбыл с этого строя, получается. У меня там температура 40 была. Мне даже, вот честно, мне было вообще неудобно, то, что папа мой бегает, а я, в больничке лежу 2 дня. Вообще, честно, реально было неудобно. Юрис, вы участвовали в параде Великой Победы 80-летия, да? В Уфе. Вот ваши ощущения. До дрожи. Ну, конечно, я сейчас горд и чувствую, что я, можно сказать, выполнил свою задачу. Мои деды воевали в Великую Отечественную войну, 2 деда. Если мои деды выполнили свою задачу, так же и я тоже перед Родиной свою выполнил свою задачу. Вступает в парадный расчет военнослужащих мотострелкового полка Башкортостан. Командир расчета старший лейтенант Александр Казанович. Более 1000 военнослужащих полка удостоены государственных наград. Званием Герой России. Юрис, пока вы были в строю в парадном, Ян, вы были в резерве, на трибунах. Да, так точно, да, был в резерве. Если что, там кого-то подменить. У вас какие впечатления, эмоции? Эмоции, конечно, были вообще то, что отец мой идет по площади все равно. Гордость. Да, гордость, да. Гордость за Башкортостан, за предков, за тех, кто подарил нам эту великую победу. А насколько знаю, Юрис, у вас было очень мало времени для подготовки вот этого строевого шага. Как удалось так быстро? Ну, потому что я же тоже служил срочную службу. Просто пришлось немножко вспомнить, и все. Ну, это было очень давно. Ну, конечно, давно. Я служил, это у меня 86-88 год.
Да, это было очень давно. Как вот вас отобрали для парада Победы? Если командир дал задание выполнить, мы должны выполнить достойно. В парадном расчете прошли и полк Башкортостана, и 1-й, и 2-й батальоны Салавата Юлаева. Это низкий поклон для ребят, это, наверное, волнительно. Для нас самих это большая гордость. Спасибо вам за это, за те минуты, которые вы нам подарили. Вернемся к СВО. Мне кажется, у вас все по кругу. Ну, как минимум, вы оба сварщики. Вы связисты. И оба служили в Забайкальском крае. Закономерная случайность? Наверное. Я уж не могу на это сказать. Значит, так суждено было. Ну, судьба так сыграла. Судьба роль. сыграла. Сын за отцом. И как бы из-за этого я и не думал, когда отец ушел на СВО, то, что я должен пойти подписать контракт сразу же, прям первым делом, что я сделал. Я никогда не радовался тому, то, что мне, ну, когда я подписал контракт, что мы попали в одну роту. Вроде радиоэлектронной борьбы. Вот что это такое? Расскажите для зрителей конкретно, чем вы занимаетесь. Ну, конкретно мы занимаемся прикрытием определенных там боевых действий. Когда идет какой-то штурм там, или идет определенная эвакуация людей, то есть мы прикрываем небо. Ну, вот эту задачу мы выполняем. А там за ленточкой всего хватает? И к вам часто приезжают гуманитарные конвои? Да, да. Я считаю, Башкортостан очень помогает нам с гуманитарной помощью. То, что вот Чекмагульский район, они уже к нам раза 3, наверное, приезжали, если не больше. Там у нас много ребят из Чекмагуша, и поэтому туда они помогают своим. Сила землячества. Да, 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 да. И получается, мы чувствуем плечо сзади, что мы не одни. Спасибо им за это огромное. И всем тем, кто приближает нашу победу здесь, в тылу. Говорят, надежный тыл – это уже половина победы. Да, так оно и есть. То, что мы уверены, что у нас в тылу все нормально, и поэтому нам спокойнее. Давайте посмотрим ваши фотографии. Это вот вы в блиндаже. Это не Кременский лес? Да. Ну, вы всегда вместе, всегда рядом. Это кто к вам приезжал на позиции? Мулла, Мулла, да, Хазрат. то, что у нас есть мечеть, мы построили, и поэтому... Олег Фензирович Камалетдинов, советник главы Республики Это было Башкортостан награждение наверняка, да? по взаимодействию с военнослужащими. Да, да. Вот вас наградил командир войсковой части. За успешное выполнение служебно-боевых задач. Да, да, есть такая грамота. Чем занимаетесь в отпуске? В отпуске, ну, как говорится, отдыхаю, все свое время посвящаю семье, дочке. Морально получилось отдохнуть? Я не знаю, конечно, ну, отдыхаем, конечно, мы по-своему. Ну, я в саду. Ну, морально ты все равно не сможешь отдохнуть. Вот, как говорится, ты все равно думаешь о своих ребятах. Ты вот так вот сидишь и думаешь, блин, я не хочу тут писать им. И все равно на следующий день берешь и пишешь, спрашиваешь, как у тебя дела, что у вас там, что тебя ожидает, как бы, ну... Морально ты никак не сможешь успокоиться, пока война не закончится. Там вторая семья. Да, конечно, там такие близкие люди вообще. У меня даже ситуация была, моего близкого друга как-то в один момент, ну, не успели поставить в отпуск, короче. Как бы, а я уже с отцом стоял. И я сказал, я не поеду. Я не могу взять их оставить, короче. Я не знаю, почему. Вот И- она, сила боевого да, братства. Да, братство, да, оно реально есть это. То есть это этих людей я все равно знал тут вот 10 месяцев, да, то есть сейчас. Но они настолько мне сейчас близкие вообще. А ваша семья, она ведь вас поняла, поддержала ваше решение? Да, на тот момент. Ну, вначале, если честно, не поняла. Но потом, когда я объяснил, уже дал понять, то, что этот человек не один раз меня спасал, там, да, как я могу его оставить просто. Ну, реально, этот человек меня спасал не один раз. И как бы, ну, я доступно объяснил своей жене. И она, ну, на сегодняшний день, она мне уже по этим вопросам вопросы не задает. Спасибо им за понимание. У вас есть музыкальная традиция там, на СВО. Вы очень хорошо поете, Юрис. Давайте послушаем. Что, какую песню споем? Ну, давай ту нашу военную на реке навигации. Ну, давай, поехали. На реке навигация, на реке тает лед, расцветает акация, значит, дембель идет. Ах ты, служба солдатская, ты меня извела. С автоматом и рацией моя юность прошла. Юрис, а как к вам гитара попала на СВО? Я сам ее приобрел, так как я люблю
Петь, играть. А как ребята там реагируют? Ну, отлично все равно. Вот как вы говорите, это вот как раз-таки моральная разгрузка головы. В какой-то момент чувствуешь, что ты как бы, ну, там не в лесу где-то, да, там не на войне, а все равно твою голову это успокаивает в какой-то момент. А вот какие моменты об СВО больше всего вспоминаете? Если честно, мой самый момент — это учебка. Но она очень сильно помогла, в смысле, я очень благодарен, что меня так прям воспитывали там, если честно. Спасибо вашим Да, инструкторам. инструкторам, да, то есть вообще очень хорошо все происходило там. Ну, и мне вот запомнилось, что у нас хорошие командиры в Опале. Нормальный взвод. У нас слаженный коллектив получился. И поэтому у нас задача быстро все выполнялось, все делалось быстро. И, Взаимопонимание вроде появилось есть, короче. взаимопонимание между командирами, рядовыми и сейчас между собой у нас, тем более сейчас уже все, мы как родные братья. И поэтому для меня вот этот самый важный оказался в жизни. Вот эта слаженность, а тем более на войне это очень нужно. Ты уже знаешь, что сзади тебя друг никогда не подведет, он всегда, как сказать, протянет руку, он тебя не бросит в беде. Вот это самое главное на войне. А вот уже с учетом вашего военного фронтового опыта и участия в Параде Победы, как считаете, что нужно сделать, чтобы еще больше и крепче сохранить уважение к подвигу наших героев? Но надо помнить их, не забывать никогда и передавать это детям. Если человек будет знать историю, значит, мы не будем забыты. Самое главное — говорить об этом, вот на самом деле. Передавать своим детям, правильно, вот отец сказал. Передавать реально. Гордитесь Башкортостаном? Все-таки у вас и полк именной. Да, то, что я считаю, да, Башкортостан большую роль выполнил и выполняет до сих пор. Про наш полк вообще там на передке говорят. Ну, реально, в смысле, нас очень сильно уважают там. Ну и противник, наверное, боится. Ну, конечно, это само собой. В смысле, это прям само собой. Юрис, Родина — честь для вас? В первую очередь, Родина, она, как сказать, ассоциируется. Это мама, говорят же, Родина, мать моя. Это семья, дети. Вот, конечно, Родина. Ну, для меня также Родина — это честь. И как бы Родина — это то место, где я вырос. И как бы то место, которое я должен защищать. Вот для меня Родина — это вот это. Спасибо вам, что пришли. Возвращайтесь живыми, с победой и скорее. Спасибо. Спасибо. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях были отец и сын Юрис и Ян Ахметовы, участники СВО, военнослужащие роты радиоэлектронной борьбы полка Башкортостан. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.